Китайский режим, заключивший миллионы уйгуров в лагеря пыток, продолжает оказывать давление и на тех, кому удалось бежать за границу за тысячи километров от региона. Об этом сообщил издающийся в США журнал «Атлантик», опубликовавший результаты исследования, проведенного сотрудниками издания. Пекин, используя свою дипломатическую и экономическую силу, угрожает уйгурам, бежавшим в Европу, арестами их родных в Восточном Туркестане. Более того, выяснилось, что Китай посыпает угрозами европейских журналистов, а также французских и немецких ученых, помогающим уйгурам. В свою очередь, корреспондент Эллен Халлидей провела опрос среди уйгуров, проживающих в Бельгии, Финляндии и Голландии, и подтвердила факт систематической слежки, шантажа и запугивания уйгуров со стороны китайских спецслужб, которые добиваются сохранения безмолвия по отношению к уйгурскому вопросу по всему миру. Китай продолжает снос исторических сооружений и мечетей, напоминающих уйгурам их историю, культуру и самобытность. По последним данным, во время подготовки к гоночным состязаниям, устроенным китайцами на окраине пустыни Такламакан, на заднем плане автотрассы камерами был запечатлен момент сноса мечети, а также арка от входных ворот, некогда стоящей рядом другой мечети. Считается, что предположительным местом съемок может быть Кашгар или же Хотан. Для подавления антиправительственных протестов, продолжающихся третий месяц, полиция Гонконга применила слезоточивый газ и водяные пушки, последние из которых впервые используются с начала демонстраций. Демонстранты, собравшиеся в 3 часа дня в районе Квай-Фонг, несмотря на проливной дождь, прошли до парка Цюэньван с лозунгами «Гонконг, вперед за независимость». Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф заявил, что Тегеран поддерживает Пекин в экономической войне с США и напомнил, что Иран наряду с Китаем будет отстаивать территориальную целостность Поднебесной. Перед официальным визитом в Китай в англоязычном китайском издании Global Times была опубликована написанная Зарифом статья под заголовком «Отношения Тегерана и Пекина». Министр иностранных дел Ирана подчеркнул, что для обеспечения безопасности и стабильности в мире Тегеран и Пекин должны периодически вести переговоры и организовывать двусторонние встречи. Недавно выяснилось, что 3 месяца назад Министерство иностранных дел США исключило Палестину из списка регионов и стран на своем официальном сайте. Такое изменение было введено с момента последнего обновления сайта министерства. Данный факт был опубликован одним из пользователей в Твиттере. Сразу после публикации сообщения об исключении Палестины появились и в израильских СМИ. Ранее на сайте Министерства иностранных дел США Палестина была указана как палестинская администрация и палестинские территории.